Главные события уходящего четверга, 4 декабря, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 19 декабря. Принимать вопросы от граждан начали сегодня с 3 часов дня. Развитие энергетики обсудили Айсан Николаев и Вячеслав Штыров. В дискуссии приняли участие эксперты, представив свои оценки и предложения. На защите водного хозяйства Якутии бассейновый совет крупнейшей реки Сибири подвел итоги года и наметил планы на следующий. Молодежь – главный потенциал России. Мотивирующая фраза украсила одну из стен молодежного центра «Патриот», который готовится к официальному открытию. Солистка Якутского театра оперы и балета Екатерина Захарова сразу дважды отметилась высоким признанием. Расскажем, каким. Прямая линия Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, пройдет 19 декабря с 12 часов дня по московскому времени. Прием вопросов для главы государства начнется сегодня и продлится вплоть до окончания программы. Граждане смогут задать их через сайт программы moskva-putinu.ru, отправить смс на номер 04040 или по номеру телефона 8 800 200 40 40. Стоит отметить, что мероприятие впервые проводится в пятницу. Чаще всего именно 28 раз до этого для итогов года с Владимиром Путиным выбирали четверг. Согласно статистике прошлых прямых линий, самыми задаваемыми были вопросы на тему армии, безопасности и здравоохранения. Айсан Николаев провел встречу с государственным советником Республики Саха Вячеславом Штыровым, экспертами из научного сообщества. Разговор состоялся в рамках работы Айсана Сергеевича как председателя Госкомиссии России по энергетике и был посвящен ключевым вызовам и перспективам энергетического развития страны. Ключевой темой обсуждения стал растущий энергодефицит в Дальневосточном федеральном округе. Один из вопросов, по которым Госкомиссия системно формирует предложения для президента и правительства страны. Особое внимание уделили угольному потенциалу нашего государства. Обсуждался вопрос по развитию энергетики и применительно к Республике Саха-Якутия, применительно к Дальнему Востоку и применительно, ко всей Российской Федерации. Но шла речь о том, что энергетика сегодня выходит на первый план у нас во всем мире и в стране. Ну, Айсан Сергеевич, он руководит комиссией по топливно-энергетическому комплексу, руководит эффективно, потому что они рассматривают действительно очень серьезные вопросы, и это все выливается в поручения, которые дает либо правительство, либо президент Российской Федерации, министерством, ведомством. Некоторые вопросы уже решаются. В следующем году стоимость одного пенсионного коэффициента достигнет 156,76 рублей, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составит 9584 рубля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на бюджет Социального фонда России на 26-й и плановый период 27-го и 28-х годов. Ранее, напомню, президент России подписал закон о бюджете фонда пенсионного и социального страхования на эти даты. Согласно документу, стоимость пенсионного коэффициента и размеры выплаты к страховой пенсии будут проиндексированы на 7,6%. На защите водного хозяйства Якутии бассейновый совет крупнейшей реки Сибири подвел итоги года и наметил планы на год следующий. В следующем году предлагается провести работы по ослаблению прочности льда на затороопасных участках Лены, Алдана, Амги, Тока и Нюи. Чтобы предотвратить размыв берега, специалисты углубят дно реки Куберганя. Один из масштабных проектов возведения дамбы в Верхоянске начался еще в этом году, но его реализация продолжится. Мы завершили мегапроект в прошлом году. Это берегоукрепительная работа на реке Вилюй у села Верхневилюйск. И таким же темпом мы, не ослабляя, дальше привлекая инвестиции в Республику Саха-Якутия, больше миллиарда рублей, начали в этом году защиту города Верхоянска, инженерную защиту города Верхоянска от паводковых вод на реке Яна. Этот проект идет при поддержке Росводресурсов. В здании IT-парка по проспекту Ленина прошли пожарно-тактические учения. Легенда гласит, что в результате короткого замыкания произошло возгорание в лаборатории на 5-м этаже административного здания. Подробности знает Лилия Бурцева. Происходит быстрое задымление по зданию и 5-му этажу. Сейчас мы видим, как пожарные борются с задымлением и очагом возгорания.
Силы и средства якутского пожарного гарнизона прибыли на место условного возгорания по повышенному рангу пожара. На учениях было задействовано 39 сотрудников и 13 единиц техники. Эвакуировано порядка 400 граждан. На данных учениях отработались водные, искали пострадавших. Также была угроза звену ГДЗС, это потеря личного состава. Данное учение оценивается на оценку удовлетворительно. В принципе, все поставленные задачи были выполнены. Цель учений – изучить здание и отработать необходимые навыки для боевых выездов. Это поможет повысить эффективность действий и улучшить слаженность работы команды. Также важно наладить взаимодействие с представителями организации, где произошла чрезвычайная ситуация. На реальном пожаре в таких зданиях зачастую идет в вышестоящих этажах большая концентрация дыма, и все действия очень замедляются за счет того, что нулевая видимость. И это очень сильно препятствует действиям противопожарных подразделений. Учения проходят регулярно в местах массового скопления людей. Это позволяет улучшить скорость реагирования на чрезвычайные ситуации, что в свою очередь способствует более оперативной организации тушения и спасения пострадавших. Лилия Бурцева, Нюргун Старостин, Якутск. Молодежь – главный потенциал России. Мотивирующая фраза украсила одну из стен молодежного центра «Патриот», который готовится к официальному открытию. Что ждет якутян в новом и современном пространстве, знает Вероника Таюрская. Бригантина приобретает новое дыхание. Уже 15 декабря в 11-этажном здании свои двери распахнет молодежный центр «Патриот». Пространство станет местом для коллективной работы различных организаций. Более 3000 квадратных метров оформлены в цветах Росмолодежи, а именно в сиреневом и салатовом. В молодежном центре «Патриот» у нас будет собираться наша молодежь. Для этого у нас есть отличные локации, которые подойдут для разного рода направлений. Это и тренажерный зал, и мастерские, чтобы молодежь могла у нас на холсте рисовать, проводить свое время. Также у нас есть другие мастерские для каких-то дизайнерских проектов, да, которые, если требуют графический дизайн. Также у нас есть и коворкинг-центры, и компьютерные классы, и вообще, если кто-то хочет поиграть в плойку, то у нас и зона досуга тоже есть. Старожилы помнят, что бригантина более 10 лет стояла замороженной. Но все изменилось, когда была достигнута договоренность по размещению зданий центра «Патриот». Начиная с 1 июля в здании вернулась жизнь. За счет федерального финансирования на 2 этажах был проведен ремонт. Свою лепту внесли молодежные организации Якутии. Но основная работа легла на подрядные организации. Сейчас много уже субподрядчиков. Например, кондиционеры, монтажники кондиционеров, так, этих, как его называется, вентиляция. Так, вот мебельщики есть отдельно, да. Так, слаботочка, получается, это, интернет протягивает телекомовские. Так, и видеонаблюдение. Молодежный центр должен стать местом притяжения как маленьких детей, так и студентов. Для совсем юных посетителей предусмотрена детская комната с игровым лабиринтом. Для ребят постарше и взрослых «Патриот» готов предложить тренажерные и концертные залы, а также роллер-дром. Примечательно то, что мы в любое время можем просто... Это такая трансформируемая конструкция, которая спокойно собирается, и можно отодвинуть его в инвентарную, на склад, и сделать здесь хороший борцовский зал, грубо говоря. Либо поселить татами и сделать секцию под дзюдо. Вот. Также мы еще предполагаем то, что здесь могут заниматься и лазертагом, и страйкболом, и как и переговорили с Федерацией БПЛА республики, здесь тоже можно проводить гонки дронов, либо соревнования по БПЛА. Открытие мест для творческих начинаний становится возможным за счет поддержки президента страны Владимира Путина и Росмолодежи в рамках проекта «Россия – страна возможностей». Вероника Таюрская, Элита Махно, Якутск. Якутян, решивших открыть собственное дело, с каждым годом все больше и больше. Цифры говорят за себя. В этом году, по сравнению с годом прошлым, количество предпринимателей с малым и средним бизнесом увеличилось почти на 4% до 45 тысяч. Чтобы это число продолжало расти, в республике действует комплекс мер поддержек. Как они помогают предпринимателям, расскажем в сюжете далее. Кому не хочется быть покрасивее и не стареть? Хорошо, что косметология сделала шаг вперед, и теперь у нас есть достижения современных технологий, которые мы можем легко использовать. Это, например, аппарат игольчатого РФ-лифтинга. Посмотрите, здесь вот такие вот иголочки.
Они проникают в кожу для того, чтобы она синтезировала коллаген, и мы дольше оставались молодыми. И такой аппарат в Центре эстетической медицины Татьяны Акуловой не один. Вот врач использует лазерную систему. Она поможет и с морщинами, и со следами акне. Такое универсальное устройство стоит соответствующе – около 10 миллионов рублей. Красота действительно требует жертв. Приобрести это и другое оборудование Татьяне удалось благодаря льготному займу Фонда развития предпринимательства. Мы приобрели оборудование для гинекологов при помощи фонда. Также фонд нам помог в ремонте помещения. Я считаю, что это очень хорошая поддержка, существенная поддержка для малого бизнеса, чтобы расти и развиваться без ущерба, без финансового ущерба. Потому что все наше оборудование, оно дорогостоящее. И если не будет такой поддержки, малому бизнесу будет очень тяжело. Помимо предоставления займа под щадящий процент и поручительства, в Якутии нашли еще способы помощи для тех, у кого есть собственное дело. Например, в Центре «Мой бизнес» проводят консультации и обучение. На эти цели по президентскому нацпроекту только в этом году выделено 13 миллионов рублей. Но наибольшей популярностью пользуется именно финансовая поддержка. Здесь у нас ставки процентные очень низкие, это от 5 до 12% годовых при сложившихся рыночных более 20% годовых. Да? Ну и сумма займа до 5 миллионов рублей. Предприниматели могут привлекать льготные кредиты на реализацию своих бизнес-проектов, на оборотные средства, на вложения в необоротные активы и также активно сейчас пользуются в рамках рефинансирования, то есть имеющиеся банковские кредиты, дорогие кредиты, можно покрыть за счет льготного микрозайма Фонда развития предпринимательства. Решение открыть свой бизнес непростое, но с содействием государства сделать этот шаг куда легче. Ржана Гармаева, Элита Махно, Нюргун Старостин, Якутск. 85-летний юбилей отмечает выдающийся государственный деятель Якутии Егор Ларионов, который стоял у истоков парламентаризма и строительства новой государственности республики. Он укреплял позиции Якутии в политическом, экономическом, правовом пространстве. Его высокий профессионализм и внимательное отношение к людям принесли ему заслуженный авторитет. Жизненный путь Егора Михайловича является ярким примером безусловного служения родной Якутии. Егор Михайлович Ларионов является очень замечательным человеком, старшим братом. Я в него беру много. Он делится со мной своим опытом, как я являюсь председателем районного совета депутатов. Он хороший друг, старший товарищ, много советов дает. Я много прочитал его книгу, например, «Олох Кырджига», на несколько томов вышла. Я беру много опыта, постоянно общаемся, живую или через телефон. Если я сомневаюсь в каких-то вопросах юридических, да, я всегда звоню Егору Михайловичу. Он никогда не отказывается, он мне дает постоянно совет. Форум «Вместе к победе» стартовал в Нерюнгри. Это площадка добровольцев, оказывающих помощь участникам специальной военной операции и их семьям. До 25 декабря мероприятие состоится и в других районах республики. Наши коллеги из Нерюнгри расскажут о старте форума в сюжете далее. Форум «Вместе к победе» собрал на одной площадке активных волонтеров, чья работа облегчает жизнь участникам специальной военной операции, их родным и близким. Именно вклад волонтерских организаций Республики Саха-Якутия, он, наверное, один из самых больших вообще вот на уровне России. Каждому бойцу из Республики Саха-Якутия относится вот как к кормильцу, потому что понимают, что придет от района, от наслега, от главы республики какая-то помощь, от обычных волонтеров. И, соответственно, относятся как к кормильцу и сохраняют, поддерживают постоянно, относятся с большим уважением. И мне кажется, вот это не просто волонтерская помощь, которая организовывается нашими волонтерами, а конкретное спасение жизни наших солдат, с нашей республики. Участники обозначили форум как теплый контакт, где можно лично сказать спасибо добровольцам, пообщаться на злободневные темы, обменяться опытом, обсудить проблемы и наметить пути их решения, поделиться новыми идеями. Все это совместная работа выполняется на благо нашей страны, все для победы. И консолидация общества очень важна, как воспитание патриотической нашей молодежи.
В рамках форума в Нерюнгринском районе была организована общественная приемная по юридическим вопросам для участников СВО и их семей. Прошел открытый диалог волонтеров «Мы вместе» и обмен лучшими практиками. Состоялись панельные дискуссии с участием руководителей и активистов добровольческих движений и организаций. Прошли проектные сессии для разработки новых инициатив. Мы набираем обороты, все больше и больше людей вовлекается в движение добровольцев в тылу, как говорится. Вот мне сегодня я отметил, что волонтеры, такая ассоциация с волонтерами определенная была до этого времени. Конечно, мы этому слову придали другой смысл во время специальной военной операции. Но я наших добровольцев называю именно так. Добровольцы в тылу, которые сегодня плечом к плечу стоят в ряду с нашими парнями, с нашими воинами и приближают нашу победу. Форум «Вместе к победе» со своей разносторонней программой стал уникальной площадкой для координации действий, обмена опытом и поддержки между добровольцами. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. В преддверии Дня Героев Отечества ветеран СВО провел урок мужества для учащихся школ строительного округа в Якутске. Патриотический час прошел в формате диалога. О том, какие вопросы задавали ребята, узнаем далее. Как не бояться на передовой? Такой вопрос прозвучал от школьника, ветерану СВО Владимиру Жексембаеву. В ответ на вопрос ребят Владимир рассказал, что бойцы проходят обучение и соответствующую психологическую подготовку. Привел личные примеры из фронтовых будней и поведал героические подвиги военных якутян. Их больше интересует личный путь собеседника. Спрашивают про обучение в школе, про образование, как пришли к выбору профессии. Чаще всего это 9, 10, 11 классы сами стоят перед выбором своей профессии, поэтому так. Владимир Жексембаев – уроженец Якутска. Окончил юридический институт МВД, служил в органах внутренних дел, так и попал на СВО. Сейчас является курсантом программы «Якутия. Земля героев». Некоторые ребята после знакомства с ветераном укрепились в желании выбора своей профессии. В будущем я планирую пойти в МЧС, пожарником, либо куда-нибудь в правоохранительные органы. С детства пожарный, как будто считался, что это герой, который спасает почти что, нежелательно, конечно, но почти что каждый день жизни человеческие. Я узнал то, что в Якутии, оказывается, так много героев. Это, конечно же, всегда страшно. Но об этом надо знать, об этом нельзя забывать, и они ходят рядом с нами. Организаторы отмечают, такие встречи способствуют не только патриотическому воспитанию, но и укрепляют связь между поколениями, воспитывая в молодежи уважение к героям своей страны. Марферина Алексеева, Артумен Наговицын, Якутск. Ее воспели Лермонтов, Толстой. Она сделала Россию спасительницей Европы. Речь идет, конечно же, об Отечественной войне 812 года. Именно ей в этом году посвятили интеллектуальную игру «Ценители музея», где команды из 11 школ Якутска проверяли знания о баталиях с Наполеоном. Самыми эрудированными оказались кадеты. В качестве приза ребята получили путевки в музей-заповедник Бородинское поле. Второй стала сборная школа номер 31. Она также сможет посетить место крупнейшего сражения Отечественной войны. Игра прошла хорошо, нам все понравилось. Думаю, вся команда рада нашей победе. Мы заняли первое место и получили путевку в Бородино. Я жду от Бородино хороших эмоций, конечно же. Мне рассказали то, что это спортивный лагерь, поэтому мне хотелось бы занять хоть какое-нибудь место там. Я жду поездки в этот лагерь, и мне хотелось бы отправиться туда со всей моей командой. Елка добра стартовала в столице республики. Инициатива в этом году проводится в 11-й раз и продлится с 4 по 26 декабря. Вновь предлагаю участникам выбрать открытку с именем ребенка и приобрести для него подарок к празднику. По словам организаторов, в этом году участие якутян позволит вручить подарки более чем 2000 детей из социальных учреждений. Детский телеканал «Току» презентовал новый полнометражный мультфильм на якутском языке. Премьера состоится 18 декабря во всех кинотеатрах Якутии. Току Чисхан продолжает историю популярного мультсериала. Любознательный же ребенок Току вместе с друзьями отправится спасать зиму от таинственного потепления, чтобы вернуть праздник Нового года. Мультфильм создан на собственной анимационной студии НВК «Саха». Над проектом работали режиссер Виктория Кимитинова, художник по фонам Александра Сосина, а также команда аниматоров.
создаем языковую среду для детей, чтобы ребенок знал якутский язык, говорил на нем и не стеснялся говорить на своем родном языке. Отрадно отметить, что Якутия, Якутск, НВК Саха стала примером для многих регионов. Да? В нашу сторону уже смотрит Башкортостан, смотрит Татарстан. Да? Мы очень уже тесно сотрудничаем и общаемся с Казахстаном. Возможно, какие-то у нас будут соприкосновения. В Ленском историко-краеведческом музее прошел День памяти, посвященный художнику и музыканту Владиславу Лемякину. В своих работах он воспевал природу животных Ленского района. Он также не только занимался живописью, но и был учителем, директором музыкальной школы, наставником и даже строителем. Этот человек был наполнен различными талантами. В День памяти собрались друзья, родные, близкие художника. Они делились воспоминаниями. Директор музыкальной школы, например, рассказала, что Лемякин постоянно посещал все мероприятия, проводимые его бывшими коллегами. Концерты, выставки и конкурсы. Восхищался талантами детей. А в этот день гости восхищались уже его работами. Их на выставке, к слову, было представлено более 20. Человек, я бы сказала, наверное, широкого профиля. Не только музыка, не только художественное направление. Это умение общаться с людьми, умение как-то так ненавязчиво преподнести свою идею, которая, в общем-то, и у него зарождалась, и в наших душах, и мы вместе как бы это все реорганизовывали и воплощали в жизнь. Солистка Якутского театра оперы и балета Екатерина Захарова сразу дважды отметилась высоким признанием. Номинация на национальную оперную премию «Онегин» и звание «Заслуженной артистки Якутии». Наш корреспондент побывал с артисткой за кулисами и на сцене. Аплодисменты, свет софитов, признание профессионалов. На церемонии национальной оперной премии «Онегин» среди лучших вокалистов страны прозвучало имя Екатерины Захаровой. На ежегодном балу-маскараде графа Орловского. Но настоящая работа начинается там, где нет ни вспышек, ни зрительного зала, в гримерной, в тишине, где рождается образ и собирается голос, который потом покоряет зал. Благодаря поддержке зрителей и жителей Якутии мы удостоились такой премии. Это считается Оскаром в оперном мире. Для меня узнать о том, что я стала номинантом такой престижной премии, это был вообще такой гром среди ясного неба, шок в хорошем смысле этого слова. Из гримерки сразу на сцену. Здесь репетиция уже идет. Каждое движение, каждая нота – часть большой постановки. Голос, который сегодня звучит среди лучших оперных голосов страны. Наша Катенька, она всегда очень трудоспособная, наверное, самая трудоспособная в нашем молодом коллективе театра, наверное. Я так считаю. Она пианистка, она все читает с листа, она очень быстро учит наизусть итальянский язык. Это у нее всегда вот так под контролем. Поэтому, Катенька, от всего нашего коллектива тебя поздравляем. Мы любим тебя. И еще одно признание – звание заслуженной артистки Якутии. Награда, которая приходит лишь к тем, кто десятилетиями создает историю и лицо театра. Муза для меня – это театр, муза для меня – это моя работа, музыка. Цель нашей работы – это показать хороший уровень, показать хороший спектакль нашему зрителю. И это вдохновляет, это двигает. То есть наш зритель, можно так сказать, что зритель вдохновляет на что-то новое, на наш рост. Впереди еще больше премьер, гастролей, новых ролей. Гримерная сцена, признание. Так сегодня выглядит путь солистки Екатерины Захаровой, артистки, которая стала голосом якутской оперы далеко за пределами республики. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.